Страшные пожары, замерзающие в своих квартирах люди и массовая вакцинация. Корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит в республике и за ее пределами. И сегодня, в конце недели, подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и людях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Продолжается первый этап массовой вакцинации населения от коронавируса. Как и где можно получить прививку, на кому прививаться, противопоказано. Мы ждем поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Поехать в отпуск можно будет намного дешевле. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на программу субсидирования авиаперевозок всем жителям Дальневосточного федерального округа. Зданию более 80 лет. Степень его износа составляет более 70%. Оно не отвечает нормативным требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил. Когда же ученики многострадальной столичной школы номер 1 будут учиться в безопасных классах? Детям сложно учиться в таких условиях. Здание в большом износе. Конечно, были разные случаи, когда и обваливались, штукатурка, допустим, трещины пошли. Правила, написанные кровью. Почему, несмотря на ужасные последствия и жертвы, по всей республике продолжают гореть жилые дома, учреждения и гаражи? Нарушитель в нерабочем состоянии. Я в рабочем состоянии. Датчика не видно тут. Ну это пена. Давление мы не можем сейчас проверить. Проверить. Так, срок эксплуатации тоже не видно. Обозначения условные. Ничего не видно. Его заправляют Также отсутствует паспорт на огнетушитель. Холодомор в Томмоте. Люди вынуждены буквально выживать в своих квартирах, хотя дом был построен всего 5 лет назад. С самого заселения каждую зиму холодно, мы замерзаем. Постоянно делаем ремонт уже несколько раз, и все время стены трескаются. Зима, которой не было уже давно. Как долго продлятся морозы и каких еще сюрпризов ждать нам от, как оказалось, весьма капризной погоды. Январь оказался вторым самым теплым. Средняя температура была минус 30 градусов. Зато январь, завершившийся только что, показал нам среднюю температуру минус 44,5 градуса, что ниже климатической нормы. Правительство расширило жителям Дальнего Востока доступ к льготным авиабилетам. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобрести билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. Для якутян всех возрастов будут доступны субсидированные авиабилеты по 6 направлениям. Это Мирный Москва, Мирный Санкт-Петербург, Нерюнгри Москва, Полярный Москва, Якутск Москва и Якутск Санкт-Петербург. К примеру, льготный билет Якутск Москва обойдется в 9200 рублей. Власти России решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на строительство моста через реку Лену. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. По его словам, Минфин рассчитывает, что региональное финансирование проекта возрастет и будут привлечены частные инвесторы. Айсен Николаев подчеркнул, что мост через реку Лену нужен всей стране. Если появится мост, то у нас теоретически к 2030-35 годам можно будет проехать от Иркутска до Магадана по автомобильной дороги, отметил Николаев. Планируется, что строительство моста через реку Лену начнется весной 2021 года. Общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Начались ежегодные отчеты правительства республики о результатах деятельности за 2020 год. Впервые из-за эпидемиологической ситуации в регионе они будут проходить исключительно в онлайн-формате на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и Радио ТТ. Эфиры отчета правительства по очереди, по графику будут проходить с участием всех заместителей председателя правительства в разные дни в течение февраля. Себестоимости товара. Современную не сделать нам нужно. Весь отчет составлять вместо трехчасового эфира, как было раньше. У нас будет 6 площадок, 6 эфиров, где будут выступать мои зампреды и министры на этих площадках. И каждый житель сможет задать вопрос и участвовать в беседе.
Первым сегодня со своим отчетом выступил первый зампред правительства Алексей Колодезников. 10 февраля выступит исполняющий обязанности первого зампреда правительства Дмитрий Бердников. 13 февраля первый зампред правительства Кирилл Бычков. 14 февраля зампред правительства Сергей Местников. 20 февраля заместитель председателя правительства Ольга Балабкина. А 21 числа заместитель председателя правительства Михаил Никифоров. Вопросы во время прямых эфиров можно будет задать по многоканальному телефону, позвонив на номер 841 12 32 01 11 или отправив смс и сообщением на WhatsApp на номер 8 914 279 22 62. С 7 февраля вопросы принимаются через портал Якутия Клик. Итоги отчета будут подведены 27 февраля в 11 часов председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко. По состоянию на 5 февраля прививку от коронавирусной инфекции получили 26 043 жителя республики. Отмечается, что за пятницу только привили 1549 человек. Вакцинация проводится в Якутске и во всех районах республики. Меньше всего провакцинированных в Ульяновском районе 279 человек и в Чурапчинском районе там их 468. В понедельник ожидается поступление в республику новой партии вакцины. Мы ждем поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Само по себе поступление вакцины, оно связано с маркировкой ее, так же, как и любого лекарственного препарата по правилам, действующим в Российской Федерации. Поэтому мы ждем поступления где-то в понедельник вакцины, и, соответственно, граждане все дальше будут по очереди приглашены. Всем сомневающимся в очередной раз хочется напомнить, что вакцина «Спутник Ви» проверена и абсолютно безопасна, защищает от тяжелых последствий коронавируса, абсолютно бесплатно и доступна любому гражданину России. Для получения вакцины необходимо обратиться по телефону горячей линии в свою поликлинику по месту жительства, а компании и организации могут заключить договор с медицинскими учреждениями, которые имеют лицензии. В поликлинике проводится анкетирование, осмотр врача, введение первого компонента вакцины, а через 21 день введение второго компонента. Рекомендуется в течение 3 дней после прививки снизить физические нагрузки и исключить алкоголь. Противопоказанием для получения вакцины – острые симптомы ОРВИ, тяжелые аллергические реакции, беременности и период грудного вскармливания. Также вакцина противопоказана несовершеннолетним. Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 можно получить на горячей линии Минздрава России и Минздрава Якутии. Телефоны вы сейчас видите на своих экранах. Всемирный день борьбы с раком в 2021 году прошел 4 февраля. Очень важно, чтобы любой человек мог получить своевременную диагностику и оперативное качественное лечение, независимо от статуса, материальной возможности и этнической принадлежности. Медицина должна быть доступна каждому ежегодно, но около 4 миллиона человек могут быть спасены от этой страшной болезни. Борьба с онкологическими заболеваниями в республике остается на особом внимании. Все больше медицинских программ направлены на раннюю диагностику и выявление новообразований. Одна из них, онкопоиск, всего за год достигла значительных результатов. Мы в августе 2020 года на своей базе разработали и внедрили такой пилотный онлайн-проект «Онкопоиск Саха.рф». И на сегодняшний день там уже зарегистрировано 8500 жителей. Из них 4000 уже прошли обследование, и мы выявили 3 случая рака и более 150 случаев предрака. Ежегодно в Якутии регистрируют до 2000 случаев онкологических заболеваний. Среди самых распространенных – рак легкого и молочной железы. Средний возраст заболевших – 55-69 лет. Стабильно высокой остается и смертность населения от злокачественных новообразований. Ежегодно от рака умирает чуть более 1000 человек. В целом, как отмечают врачи, в республике наравне со всем миром наблюдается рост числа онкологических заболеваний. В первую очередь специалисты связывают это с влиянием наследственности, окружающей среды и вредных привычек.
Медучреждениям республики ежегодно направляются средства для организации качественной онкологической помощи. Так, в 2019-2020 годах Якутский онкодиспансер получил медоборудование на 428 миллионов рублей. За эти годы поступила и была введена в эксплуатацию 51 единица оборудования. В текущем году планируется оснащение на 106 миллионов рублей. Поступили такие оборудования, как видеоэндоскопические стойки с 3D-визуализацией, то есть хирург через маленькие проколы в брюшной полости, в грудной клетке проводит уникальные расширенные операции по удалению опухолей, по удалению лимфатических узлов и, естественно, повышается качество жизни пациента и улучшается послеоперационный период. В этом году мы запускаем МРТ-аппарат, которого в нашем онкодиспансере раньше не было. Это тоже уникальный аппарат, будет возможна диагностика пациентов, ускоренные сроки постановки диагноза. Кроме этого, в районах республики открылись 13 центров амбулаторной онкологической помощи. В том числе в 2020 году подобные центры появились в Вилюйской, Ленской, Алекминской и Хангаласской ЦРБ. В текущем году их планируют вести также в Амгинской и Вилюйской больницах. Крупнейшим звеном станет ввод республиканского онкоцентра в 2023 году. Сегодня ведется строительство второй очереди первого пускового комплекса. Поликлиника центра будет рассчитана на 210 посещений в смену, а в стационаре развернут 180 коек. Хочется пожелать нашему населению, чтобы они обращали внимание на свое здоровье. Да? Сейчас таких возможностей много. Да? Бесплатные профилактические осмотры проводятся, бесплатная диспансеризация проводится. Да? Вот мы по возможности тоже участвуем во всех этих мероприятиях. Врачи напоминают, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить, просто ведя здоровый образ жизни. А раннее выявление болезни дает высокий шанс излечения. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. А мы продолжаем знакомить вас с героями нашего времени, врачами. Сегодня расскажем о терапевте Татьяне Прокопьевой, которая работает в красной зоне во временном инфекционном стационаре Якутской республиканской клинической больницы на улице Кулаковского. Татьяна Ивановна работает в красной зоне с начала пандемии в Якутской республиканской клинической больнице. В связи с увеличением больных коронавирусом в октябре прошлого года в общежитии СВФУ открыли временный инфекционный стационар, куда направили работать нашу героиню. Чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются врачи инфекционного стационара, достаточно пройти в красную зону. В защитном костюме, не попить воды, не сходить в туалет, жарко и трудно дышать. В таких непростых условиях экипировки нужно обойти всех пациентов. Лечащего врача зовут Татьяна Ивановна. Она очень чутко смотрит все, каждый день проходит. Как самочувствие? Самочувствие хорошее, нормально. Когда вы поступили сюда? 17 января. Да, сегодня уже выписываюсь. Поздравляю. Татьяна Ивановна работает в здравоохранении уже 20 лет. Любит свою работу, находит общий язык и с пациентами, и с коллективом. Татьяна Ивановна, она достаточно опытный врач, который работал с ковидными больными достаточно плотно и имеет хороший такой стаж, опыт работы именно с такими больными. По словам нашей героини, вирус по-разному влияет на организм людей. Она советует внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать санитарными нормами. Всегда надо быть начеку, потому что пациент вроде бы поступает, вроде бы клинически он стабильный, анализы тоже у него в пределах нормы, да? Но буквально через несколько дней может быть ухудшение состояния. Но это, конечно, редко бывает. В основном пациенты, вот если провести статистику, я за 2 месяца проводила статистику, которая здесь работает, у нас получается где-то 10% только прогрессирование процесса идет, да? Стационар на Кулаковского рассчитан на 100 коек. Сейчас здесь лечение проходит порядка 40 человек. По словам нашей героини, борьба с инфекцией продолжается. Плюс в марте ожидается новая волна. Медики, работающие в красной зоне, остаются на передовой в борьбе с коронавирусом. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Здание рассыпается на глазах. Как долго еще будут подвергать себе опасности школьники и учителя на одной из столичных школ? В Северо-Восточном федеральном университете нынешний год объявлен годом молодого исследователя.
Продолжаем программу. Снести и построить. Судьба аварийного здания одной из центральных школ столицы, школы номер 1, наконец-то приобрела финальное очертание. Построена она в год Великой Отечественной войны и за 80 лет претерпела немалые изменения. Сегодня здание от обрушения поддерживают лишь металлические балки. Невнушителен и вердикт городской прокуратуры. Здание находится в критическом положении. Дважды оказались отрицательными и результаты полученной государственной экспертизы. А это значит, в любой момент школу могут просто-напросто закрыть. Руководство образовательного учреждения бьет тревогу. Одна из лучших городских школ по всем показателям может в любой момент остаться без здания. Ульяна Шагина расскажет подробнее. С позапрошлого года телеканал «Якутия-24» неустанно следит за судьбой школы номер 1. Уже много лет руководство и родители школы бьются за улучшение своих условий. А повод для беспокойства не безоснователен. Хотя по техническому обследованию школу до сих пор еще не признали аварийным. По техническому обследованию оно признано ограниченно работоспособным, но если, как вот по заключению Стройжилнадзора, они сказали, что моральный и физический износ здания уже большой. Зданию на сегодняшний день в этом году исполняется 80 лет. Здание школы в качестве эксперимента в далеком 1939-м начал строить Ефим Жарницкий. В 1941-м школа была введена, а через 2 года ее расширили, добавив пристрой, который возвели со строительными нарушениями. Вердикт комиссии, которая тогда произвела осмотр, был неутешителен. Зданию срочно нужен капитальный ремонт. В том же году, чтобы избежать обрушения потолка, его укрепили металлическими балками, которые сохранены до сих пор и тянутся по всему основанию школы. Хотелось бы все-таки понять, что безопасность детей и создание условий – это все-таки совместная общая задача для, скажем, всех органов управления и исполнительной власти. Школьный спортзал здесь находится на 2-м этаже, что недопустимо по технике безопасности. Вместо столовой буфет, как гардеробная 3×6 умещает вещи учеников. Остается только гадать. Как бы руководство не хотело расширить это помещение, вариантов просто нет. Бывает нехватка кабинетов. Для нас, как классов, которые сдают экзамены, у нас не хватает кабинетов для подготовок, для консультаций, для практик. И иногда мы даже проводим эти консультации в коридоре. Детям сложно учиться в таких условиях. Здание в большом износе. Конечно, были разные случаи, когда и обваливались, штукатурка, допустим, трещины пошли. Хотелось бы, конечно, односменную работу, хорошие условия. Поэтому сегодня мы воодушевлены. Причиной воодушевления родителей стал визит исполняющего обязанности главы городского округа Евгения Григорьева. Итогом совещания с участием педагогов, родителей и специалистов разного уровня, который прошел в начале этой недели, стало решение о сносе здания и строительстве на его месте нового объекта на 180 мест. Целесообразность проведения укрепительно-восстановительных работ отсутствует. Зданию сегодня 80 лет, оно 41-го года постройки. И имеет смысл построить на его месте новое здание. Сегодня по предварительным расчетам мы здесь видим здание проектной мощностью около 180 мест для учеников. Ситуацию под контроль взяла и республиканская прокуратура. Основанием стало обращение родителей учеников заместителю генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину. По итогам этой работы в самое ближайшее время будут приняты меры прокурорского реагирования. С привлечением специалистов сегодня проведено комплексное обследование здания, и уже на данном этапе мы можем говорить о том, что имеются дефекты и повреждения конструкции здания школы. Нарушаются права более 600 учащихся, коллектива школы на безопасные условия жизни и здоровья во время обучения и нахождения в здании образовательного учреждения. Нами всем фактам в ближайшее время будет дана принципиальная оценка, приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав. Пока различные структуры пытаются найти выход из сложившейся ситуации, время неустанно бежит вперед и, конечно же, не в пользу школы. Родители и коллектив даже согласны на временный переезд. Правда, куда? Вопрос также остается открытым. В этот период, конечно, встает вопрос о размещении учащихся нашей школы. Значит, было предложено это рядом стоящее здание «Выкуп», чтобы временно разместить там начальную школу. И сейчас вопрос открытый находится, значит, о размещении старшей школы.
Для старших классов варианты пока обсуждаются. В любом случае, отметил Евгений Григорьев, при поиске временного здания мнение родительского комитета будет учтено. Мы же говорим о детях. Для любого родителя дети – это самое важное, и поэтому мы не можем принимать решения относительно детей без учета мнения родителей. Это 100%. Стоит отметить, что опыт переезда у школы номер 1 имеется. Ранее они располагались также в аварийном деревянном здании по улице Чайковского. В этом году многострадальная школа отметит 100-летний юбилей своего основания. Единственным желанием, конечно же, является улучшение своих условий. Для этого столичной администрации, как собственнику здания, придется найти не только оптимальный вариант, устраивающий всех заинтересованных лиц, но и взыскивать дополнительный источник финансирования. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутия, день за днем. Поддержка молодых перспективных научных кадров остается в приоритете национальной программы «Наука», которая реализуется в России с 2018 года. В Якутии же начала действовать отдельная госпрограмма, которая также оказывает поддержку деятельности молодых ученых и защищает их интересы. А в Северо-Восточном федеральном университете нынешний год объявили годом молодого исследователя. Виктория Федорова встретилась с будущими научными светилами. Ирина Куркина работает в инновационном центре Северо-Восточного федерального университета с начала его открытия. В школе Ирина преуспевала по техническим предметам, а поступив в физико-технический институт, начала проявлять интерес к исследовательской деятельности. И вот уже на протяжении 10 лет она в мире науки. Специализация у меня радиофизика и электроника. Я пошла в эту лабораторию. Очень довольна. Мне нравится научная деятельность, потому что она очень разнообразная. То есть мы не сидим, не делаем одно и то же. Здесь мы исследуем, то есть мы физически что-то делаем руками, читаем статьи, что-то переводим, осваиваем, анализируем. И также мы выступаем на конференциях, то есть то, что мы уже поняли и знаем, мы как бы доносим до других, и то есть идет обмен информацией и новые знакомства с людьми, и это очень интересно. Каждый рабочий день Ирины расписан четко по планам. Такого правила она придерживается и при работе над проектами. Когда мы что-то запланировали, мы смотрим, а что сделано по миру, получается, какие уже данные есть, из чего мы можем исходить. Какая проблема еще существует в науке, вот в этой области. Из того, что получили, мы пишем, уже анализируем и представляем это в виде, как правило, статьи. Ирина ведет исследование нового перспективного материала – фторированного графена. Этой темой девушка начала заниматься с 2014 года. Перед вами установка, сочетающая в себе спектроскопию и микроскопию. Именно с помощью нее можно получить изображение и морфологию поверхности, а также химический состав элементов. В будущем результат разработок понадобится для создания гибкой печатной электроники в виде различных гаджетов. Использование этого материала в электронных компонентах должно значительно уменьшить массу, размеры и энергопотребление. Ведь современная цифровая техника должна быть энергоэффективной, но при этом небольшого размера. Сейчас переходит электроника, то есть это гибкие электроны, гибкие сворачивающиеся экраны, какие-то часы, то есть они уже будут не на монолитном каком-то платформе, а вот уже на пластике, на каком-то, на материалах. В прошлом году Ирина защитила кандидатскую диссертацию и выиграла стипендию президента Российской Федерации. По ее мнению, на сегодняшний день молодым ученым оказывается огромная поддержка как на государственном, так и на республиканском уровне. Не остается в стороне и Северо-Восточный федеральный университет. В рамках Года молодого исследователя университет готовит программу поддержки и развития научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых. Программа будет направлена на системную подготовку научных кадров, на повышение научного потенциала наших студентов и аспирантов, на вовлечение молодых исследователей и студентов в научную деятельность. Безусловно, мы будем проводить работу по организации научных стажировок наших студентов и аспирантов, ведущие научные зарубежные организации. Мы будем нацеленно проводить работу над повышением публикационной активности наших молодых исследователей. Мы в этом году впервые провели
конкурс грантов ректора нашего университета на поддержку публикационной активности аспирантов и молодых ученых. В этом году в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации впервые в Якутии пройдет съезд молодых ученых, который также станет площадкой для обсуждения, популяризации и подведения итогов деятельности молодых знатоков науки. Виктория Федорова, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. Эта неделя ожидаемо оказалась очень богатой на всевозможные события, как хорошие, так и не очень. О некоторых из них краткий обзор далее в нашем эфире. В Якутске на этой неделе прошло совещание исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева и предпринимателей. В ходе собрания обсудили оснащение города теплыми остановками и работу автобусных маршрутов. Евгений Григорьев обратил внимание на жалобы горожан по поводу оснащения теплых остановок, их режима работы, либо и вовсе отсутствия. По сообщению временного главы, на 2021 год стоит задача построить 20 теплых остановок. В этом месяце в Якутске откроется обновленный центр неотложенной офтальмологической помощи по адресу Свердлова, 17. Новый центр будет оснащен всеми необходимыми кабинетами для оказания как экстренной, так и плановой помощи. Здание было передано офтальмологической клинической больнице для оказания помощи круглые сутки по поручению председателя правительства республики Андрея Тарасенко. Новый центр находится всего в 60 метрах от самой республиканской офтальмологической клинической больницы, что создает благоприятные условия для лечения. На данный момент ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Все теперь будет располагаться в шаговой доступности от основного здания. Естественно, маршрутизация пациента в этом плане улучшится. В случае необходимости пациент всегда может перевестись в основное здание и лечь непосредственно в стационар. Главный корпус любимого поколениями столичного музея имени Емельяна Ярославского закрывается на реставрацию. Часть постоянной экспозиции будет размещена на других выставочных площадках музея. Здание старейшего музея нуждается в реконструкции уже давно, но из-за проблем с финансированием вопрос долгое время оставался открытым. Сейчас музеем подготовлено техническое задание на проектно-сметную документацию, поэтому о сроках ремонтных работ говорить еще рано. Хотя сами сотрудники музея надеются, что к столетию якутской автономии музей обретет новый облик. В столице вручили награды общественной премии «Якутянин года-2020 Якутск». Обладателем гран-при стала Карина Колесова, девочка, которая победила рак. Еще в 2018 году она вместе со своей мамой начала вести блог в Инстаграме о борьбе с раком крови. И в августе 2020 года на своей странице она объявила о победе над страшным диагнозом. Напомню, Карина Колесова родом из Среднеколымска. Она стала известна якутянам как юный блогер с мечтой о миллионе подписчиков. Сейчас за ее жизнью в Инстаграм следят более 62 тысяч человек. Для меня огромная честь участвовать, быть выдвинутой на эту премию, потому что наравне со взрослыми достойными людьми. На этой неделе глава Якутии Айсен Николаев объявил о снятии некоторых ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Так разрешена работа детских развлекательных центров, открылись библиотеки, а лицам пожилого возраста после прохождения полного курса вакцинации снят режим самоизоляции. Также возобновляется работа соляриев, пунктов проката лыж, ледовых и горнолыжных парков. Большой радостью любителям зимнего активного отдыха стало известие об открытии уличных катков, на которых сейчас ведется активная работа по заливке и обустройству прилегающей территории и всей необходимой инфраструктуры. Каток в этом году мы сделали, освещение улучшили, все загородили. Для удобства есть теплые места для переодевания, теплое кафе, картинг будет работать. Сейчас прервемся буквально на пару минут, не переключайтесь, далее вы увидите в нашей программе. Почему, несмотря на все предпринимаемые меры в республике, продолжают гореть дома и гибнуть люди? Ремонт дома за свой счет и жуткий холод в квартирах. Жильцы многоквартирного дома вынуждены просто выживать в очередную холодную зиму. Продолжаем программу. С начала года участились случаи пожаров в многоквартирных деревянных домах, социальных объектах и гаражах. Вновь на территории региона пожарные ведут усиленную контрольно-надзорную работу. В чем причина этих возгораний, этих объектов и почему до населения никак не доходит информация о противопожарной безопасности? Об этом в материале Дмитрия Тымырова.
Конец января для жителей села Кустур Эвена-Бутантайского Улуса запомнится надолго. Здесь вечером сгорела дотла сельская школа, где обучались 109 детей. К счастью, на момент пожара их не было. В этот день они по решению районного оперштаба учились дистанционно. Школа построена в 2009 году. Общая площадь 1200 метров. Материал брус. Школа была обшита с двух сторон, гипсокартон и снаружи профлис. Так как населенный пункт находится в 100 километрах от райцентра, тушить возгорание начали силами добровольной пожарной команды, где всего было задействовано 11 человек. Кто были в школе, все бросились на локализацию пожара. Ветеранам постарались тушить, и население все прибежало полностью. Собрали все огнетушители, у кого есть в поселке. Вот, постарались этим все потушить, но никак не смогли. Вечером того же дня здесь, в столице региона, прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где руководитель Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности населения сообщил, что из райцентра Эвена-Бутантайского Улуса выехала спецтехника пожарной части. Машина пожарная вышла? Одна, да? Да, одна. Сколько кубов? Ну, там отсышка 4 куба, 4-5 кубов. По словам главы района, техника к месту пожара прибыла лишь тогда, когда здание школы полностью сгорело. Машина подъехала к месту пожара, но он ничего не мог сделать, так как насос там все замерзло полностью. У нас была температура минус 50 с чем-то, и вот пожарная машина подъехать-то подъехала, но ничего не смогла сделать. Также, по словам главы района, силы здесь были неравными, так как для борьбы с огнем местная добровольная пожарная команда имела лишь маски для защиты органов дыхания ПМ-2000, а в тушении огня использовали лишь пожарный гидрант, так как мобильная пожарная установка, которая имелась в селе, вышла из строя еще летом, и, соответственно, его не привлекали в тушении огня. Только с начала этого года в ряде населенных пунктов республики были локализованы сразу несколько крупных пожаров. Так, 6 января в селе Улахан-Ан Хангаласского Улуса сгорел гараж сельхозпредприятия конезавода «Берте». Тогда огнем было уничтожено 12 единиц спецтехники. Далее еще один крупный пожар в Алекминске по улице Кузьмина оставил без крова 50 человек. Позже выяснилось, что на месте пожара нашли тело женщины. Следующий пожар 21 января, унесший жизни 2 детей 2014 и 2016 годов рождения, произошло в селе Хатылыма Мегина Кангаласского Улуса. И в начале этого месяца, 4 февраля, в Верхоянском районе произошел пожар в 4-квартирном доме, где было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. По всем этим пожарам возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Между тем, как отмечают сотрудники регионального управления МЧС, с начала этого года на территории Якутии уже зафиксировано более 200 пожаров. Из них в гаражах 56. По городу Якутску всего с начала года зафиксировано 79 пожаров. Из них 17 пожаров произошло в гаражах. Основные причины возникновения пожаров в гаражах – это нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления, а также неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. Так, ночью 29 января произошел крупный пожар в Алекминском районе, где полностью сгорело арочное помещение автобусного парка города на площади 1050 квадратных метров. На момент пожара в гараже находилось 22 единицы техники. Благодаря мобильной работе огнеборцев они были спасены. Сейчас сотрудники МЧС по всей республике проводят рейдовые мероприятия по частному сектору, где проверяются наличие противопожарных средств. Недавно такие рейды прошли в поселке Жатай, в ходе которого были выявлены ряд нарушений. Огнетушитель в нерабочем состоянии. Я в рабочем состоянии. Датчика не видно тут. Ну это первое. Давление мы не можем сейчас проверить. Так, срок эксплуатации тоже не видно. Обозначение словные. Ничего не видно. Его заправляют. Также отсутствует паспорт на огнетушитель. При этом хозяева спорили, что у них все хорошо. Средства противопожарной безопасности, по их словам, они обновляют каждый год. В гараже вот у меня вот еще вот стоит огнетушитель, есть полотно. И это самое, песок, естественно, замерз. Там ящик стоит у меня. А в доме у меня стоят датчики, нам датчики ставили. Простые, с кроной. Вот, так как там сейчас ремонт, я не могу вас пригласить. Но датчики стоят.
Далее уже по другому адресу сотрудники МЧС столкнулись с невнимательностью хозяйки, которая на глазах МЧСников чуть ли не подожгла свой гараж. Ой, провод, сейчас уберите провод от горячего, видите, погорело уже, горит все. После сотрудники МЧС попросили женщину убрать самодельную пушку подальше и не пользоваться им в дальнейшем. Такие вот изготовления являются грубым нарушением, могут повлечь за собой пожар в гаражах. Мы ежедневно проводим рейды профилактические и ежедневно находим такие вот кустарные производства изготовлений. Так, по словам сотрудников МЧС, экономии и пренебрежение техникой противопожарной безопасности чреваты серьезными последствиями. В случае ЧС люди могут расплатиться не только своим имуществом, но и жизнью. Недавно в столице региона многодетная семья в одночасье осталась без крыши над головой. Мы сделали утеплитель, который не горит. Если бы был просто что-то было прикрыто, то они бы увидели, от распред коробки пошло. Они бы увидели пожар. А то один дым. А когда муж так отодвинул, видимо, пошло движение. Между этажами тоже опилки. Естественно, это все дало. Буквально на глазах от дома остался лишь каркас. Все сгорело. Документы, вся одежда и мебель. Спасти ничего не удалось. Сейчас многодетная семья ютится у своих родственников. В этом доме проживала моя дочь с 5 детьми, сын с 8 детьми, я с гражданским мужем. Вот, мы проживали в этом доме, места хватало. Ну, в тесноте, но не в обиде. Сейчас семья нуждается в помощи. Как нам сообщили, им необходима теплая зимняя одежда, постельные принадлежности, подушки, одеяло, белье, посуда и в целом предметы первой необходимости. Между тем, по решению районной администрации Вено-Бытантайского улуса учащиеся села Кустур будут обучаться в здании детского сада. Но и тут оказалось, что нету огнетушителей. И не только здесь, а по всему селу, а во всех социальных учреждениях. Ведь то, что было, все использовали на тушение здания школы. После пожара в селе Кустур на сегодня огнетушители все израсходованы. Вот сейчас мы пишем заявку, чтобы обеспечить эти социальные объекты. Например, когда возник очаг, весь народ вышел с больницы, Саханерго, с филиала ГУП-ЗКХ, детского садика. Все огнетушители взяли и полностью израсходовали в этом пожаре. По словам главы района, они и ранее поднимали вопрос о создании в селе Кустур пожарной части, так как населенный пункт находится слишком далеко, и в случае пожара спецтехника не сможет добраться за короткое время до населенного пункта, чтобы тушить пожар, как и вышло 28 января. Мы постоянно поднимаем вопрос организации селе Кустур пожарной части. Но тут идет российский норматив. Это если население 1000 человек будет, только тогда возможен пожарный час. Вот когда здесь сигнал поступил, пожарная машина выехала отсюда в сторону Кустур, 100 километров в час. И он доехал только за 5 часов. После данного инцидента по поручению первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова на всей территории Якутии было решено проверить еще раз готовность социальных объектов к чрезвычайным ситуациям. Дано поручение Пошнадзору в рамках своей надзорной деятельности по согласованию с прокуратурой проверить еще раз, организовать проверки по вопросам пожарной безопасности, социальные объекты. А мы напоминаем, правила пожарной безопасности, прописанные в документах, это не просто рекомендации, а обязанность для каждого. Ведь каждая буква на этих бумагах написана кровью, и не стоит проверять на себе чужой негативный опыт. Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Тем временем прокуратура Галданского района отреагировала на публикации средств массовой информации о низком температурном режиме в многоквартирном доме в городе Тамоте. Жители дома номер 12 по улице Кирова в январе буквально замерзали в своих квартирах, что привело к мерам прокурорского реагирования. Подробнее расскажет Руслан Павлов.
На протяжении нескольких лет с момента заселения жители дома номер 12 по улице Кирова в городе Тамоти ощущают дискомфорт в своих квартирах. Дому 5 лет, а косметический ремонт жильцы делают постоянно. В нашем доме по Кирова 12 в Тамоти с самого заселения каждую зиму холодно. Мы замерзаем. Постоянно делаем ремонт уже несколько раз, и все время стены трескаются. По температуре по январю как у вас? В январе было очень холодно, батареи вообще были еле-еле живые. Поставщиком тепла в данный многоквартирник является ассоциация ЯМ, которая, собственно, строила этот дом. По словам жильцов, они неоднократно указывали поставщику на проблему, но изменений не почувствовали. Следствием стало обращение в СМИ и прокурорское реагирование. Прокуратура Алданского района по результатам мониторинга средств массовой информации выявлена публикация. Жители обратились в сети интернет к органам власти на низкий температурный режим в многоквартирном доме, расположенном по улице Кирова, дом 12, в городе Томот Алданского района. Органами прокуратуры незамедлительно организована выездная совместная проверка с представителями Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии. В настоящее время проверка не завершена. По итогам проверки и по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Для выяснения обстоятельств низкого температурного режима в доме прокуратура выехала на место со специалистами Роспотребнадзора. Они провели контрольные замеры, которые оказались ниже нормативных на 5-7 градусов. По требованию прокуратуры проведены замеры воздуха в жилых помещениях и подтвержден факт несоответствия их санитарным нормам и требованиям. По результатам проведенных замеров вся информация будет передана в прокуратуру и приняты исчерпывающие меры реагирования в рамках полномочий Роспотребнадзора. Акты замеров температур в квартирах переданы в прокуратуру. Проверка по данному факту продолжается, и, как заверяют в контролирующих структурах, виновные понесут соответствующее наказание. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, город Томот. Вот уж действительно ситуация, когда главнее всего погода в доме. Сейчас мы снова прервемся, и в продолжении программы вы увидите. У природы нет плохой погоды. Что ждать якутянам в самое ближайшее время? Повседневный быт простых людей сделал нашего земляка знаменитым. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. Свой юбилей отмечает заслуженная артистка республики Галина Кондрашова. Актрисе исполняется 80 лет. За свою долгую карьеру она запомнилась многими ролями, но именно образ Кабанихи в спектакле Островского «Гроза» принес ей признание якутской публики. О жизни на сцене в сюжете Саргыланы Неустроевой. Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит. И свой рисунок беззаконный над ним бессмысленно чертит. Но краски ветхие с летами слетают ветхой чешуей. Картина гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают к ней видения первоначальных чистых дней. Театр – это назначение его одно – открыть духовные стороны человека, раскрыть его. Практически всю свою жизнь Галина Кондрашова посвятила театру. А на вопрос журналиста о том, остались ли еще роли, которые актриса мечтает получить, решительно отвечает «нет». Признается, в каждом образе она выкладывается по максимуму и каждый раз срывает аплодисменты. Мне что давали, я играла с большим удовольствием. И мне давали хорошие роли социального такого плана, вот, куда я могла вдохнуть, так сказать, и свою душу, и понять тот образ, который я играю. Вот, и, как говорится, промаха не было в этом плане. Я говорю по своим ощущениям. Вот, и по ощущениям тем, что писала пресса обо мне, когда говорили актеры. Становление актрисы пришлось на тяжелые годы войны. Женщина по-настоящему старой закалки. В свое время успела поработать и на металлургическом заводе, и на якутском радио. Именно эта разносторонняя развитость, по мнению самой Галины Кондрашовой, и делает из нее настоящую актрису.
актер должен иметь какую-то базу. Не то, что вот встал с постели и это самое, и вот я уже артист. Нет, ты должен пройти школу жизни, все это вот через себя пройдет, отложится как известь где-то там на этих самых местах. Вот, и только тогда ты оттуда вынимаешь что-то похожее с тем образом, который тебе дали. И вот начинаешь фантазировать. И очень главное для актера, конечно, это воображение. Если нет воображения, тупой, и хоть ты там лечись, учись, там не научишься. С большим восхищением и уважением об актрисе отзываются ее товарищи по цеху. Для многих она стала эталоном. Ее ценят не только как прекрасного партнера, но и мудрого наставника. На сцене Галина Кондрашова всегда дисциплинирована и требовательна не только к себе, но и к коллегам. В жизни иногда бываем и поругаться можем, а работать – это действительно счастье. Это великолепный партнер Галина Андреевна, Галя, родная. Были и великолепные наши партнерские работы, где на сцене работали и большие спектакли, и маленькие. Всегда счастье с ней работать. Требовательно, трепетно и по-настоящему профессионал своего дела. Человек, который действительно к профессии относится как к своему призванию, жизненному. И работать с ней на одной площадке – это всегда большая ответственность и, конечно же, огромное счастье. Потому что как партнер она просто исключительна. У нее невероятная просто энергетика, ее голос, который поначалу нас всех в театре пугал очень сильно. Потом мы в него все влюбились, и в нее саму, конечно же, тоже. Сейчас в репертуаре актрисы около 100 ролей. При этом мастерство Галины Кондрашовой позволяет ей прекрасно чувствовать себя в любом жанре. От комедии до трагедии, от трагедии до детской сказки. А своими образами актриса продолжает радовать зрителей по сей день. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Казалось бы, что сложного? Бери телефон и снимай, а потом выкладывай в сеть. Но, как оказывается, кому-то это дано, а кому-то нет. Наш земляк снимает и показывает на своем YouTube-канале ролики о повседневной жизни простых жителей. И интерес к его творчеству очень даже не маленький. Автор канала Олесь Петрович – герой нашего следующего сюжета. Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Автор популярного YouTube-канала Олесь Гераймович рассказывает на своем канале о обычной жизни в Якутии, о традициях народа Саха, о климате, охоте, рыбалке, обо всем, с чем встречается каждый житель Якутии в своей повседневной жизни. Сейчас на канал Олесь Петрович подписаны более 237 тысяч человек из разных уголков мира. А началось создание контента о Якутии от зимнего сада, которым Олесь когда-то занимался. Я занялся теплицей, зимним садом, и заказывал эколампы для растений. И один мужик, который этим занимается, у него канал есть на YouTube, он сказал: можно мне сделать видео о том, что ты, что ты на Крайнем Севере занимаешься садом. Ведь некоторые люди там в Самарской области, где и солнце, и чернозем, они там ноют, что типа ничего не растет. А вот ты вот занимаешься. И я дал ему разрешение, он сделал про меня ролик, хорошо зашло. А потом второй мужичок уже из Якутска, Андрей Тоскин такой, он сделал второй ролик про мою мастерскую, вот где мы сейчас находимся. И ролик тоже зашел. И эти два человека, такие уважаемые блогеры, говорят: ну сделай свой канал, у вас тут интересно в Нербе. Ну, я так подумал, сделал несколько видео, и да, действительно, оказалось интересно. Безусловно, набирать подписчиков на Ютубе весьма затруднительно, ведь предугадать, что именно хочет смотреть тот или иной человек, практически невозможно. Как говорится, всем не угодить. Одно из первых видео, которое, говоря на сленге блогеров, залетело, это было видео про жизнь в минус 53. Воспользуемся бананом. Вот я про это все дело выложил. Ну, людям, конечно, понравилось. Некоторые посочувствовали, некоторые там сказали: держитесь. А вот совсем близко, которые подписчики находятся прямо в соседних домах, там говорят: ну там как, Олесь, у тебя там отопление нормально, там это перемотай. Ну как-то вот так.
Еще одно видео, которое набрало более 3 миллионов просмотров, это про жизнь отшельника Тимофея. Про отшельника в Нюрбе знали практически все. И тут, как подмечает Олесь Петрович, есть такое явление, как замыливание глаз. То есть человек не видит того, что есть перед глазами. Блогер по воле случая снял первое видео, которое стало очень интересно многим людям. И ролики про отшельника стали набирать популярность и стали своеобразным сериалом. И вот это первое видео еще перелилось в то, что, оказывается, у Тимофея были родственники, и они его давным-давно, оказывается, потеряли. Так что я как бы вот этой серией с отшельниками очень сильно горжусь. И я вам скажу по секрету, ну, конечно, уже не по секрету, что, скорее всего, возможно, что уже скоро это все дело закончится, потому что из-за старости, в силу того, что там одолевают некоторые болезни, все-таки мы Тимофея отправим в Сангар, на его родину, к его младшему брату. Сейчас у блогера множество задумок для тем своих следующих видео. Также Олесь ведет переговоры с телеканалом «Якутия-24», и уже совсем скоро его материалы могут выходить на республиканском телеканале. Сейчас мы идем в процесс переговоров, потому что я пока не знаю, что они хотят, и они просто мне рассказали, что вот контент подходит, и так далее, не согласен ли ты? Ну, я, конечно, согласился, но в принципе это то, чем я занимаюсь, так что это было бы, конечно, прекрасным дополнением к моему каналу. Олесь Петрович ежедневно в поиске интересных тем для своих видеороликов. В этом ему в первую очередь помогают его подписчики. Они пишут, что они хотели бы видеть в следующих роликах. Также советуют друзья и близкие. А в следующем выпуске подписчики канала Олесь Петрович познакомятся с очень близким другом автора. Видео уже в процессе монтажа. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев. Якутия. День за днем. Нюрба. Декабрь, январь и февраль традиционно являются холодными месяцами. Последние 60 дней в Якутии отмечались максимально низкие температуры. Погода буквально проверяла нас на прочность. Но можно порадоваться, на этой неделе стартовал крайний зимний месяц. Еще немного, и весна вступит в свои права. О том, каким будет февраль в Якутии и в чем кроется основная причина двухмесячных холодов, узнаем в материале Айсены Бурнашовой. Якутянка Лилия Сергеева уже 3-й день в Москве. Сменив шубу на легкое пальто, в столицу девушка приехала уже за весенним настроением. Прогуливаясь по февральской Москве, она отмечает, столичные -10 никак не сравнятся с родными -50. 2 месяца стояла -57, -60. До приезда уже потеплело, -43 градуса было. А тут, оказывается, вообще тепло, весна. Основная причина затяжных якутских морозов кроется в полярном вихре. Он образуется в зимнее полугодие над северным полушарием. Метеорологи отмечают, обычно этот вихрь опоясывает струйное течение, которое не дает прорваться тропосферному холоду на Землю. Однако в этом году полярный вихрь ведет себя весьма подвижно. В стратосфере происходит так называемые внезапные стратосферные потепления. Теплый воздух, который формируется над Тихим океаном и над Атлантикой, он может подниматься вверх и заходить в полярный район воздействия вот на этот вихрь. Один из его центров, причем очень более мощный, он сместился к нам на континент и немножечко мигрировал вот в таком юго-западном направлении, обеспечивая опускание холода над вот западными, южными районами Якутии и над Сибирью. Самая низкая температура воздуха в декабре была в Оймеконе. 29 числа на полюсе холода отметили -58 градусов. Спустя месяц аномальное понижение температуры зафиксировали в Якутске. -53 градуса ночью. Холодная погода, морозные туманы, актированные дни стали для якутян своеобразной проверкой на прочность. Например, для Якутска в прошлом году, в 2020 году, январь оказался вторым самым теплым. Средняя температура была -30 градусов, зато январь, завершившийся только что, показал нам среднюю температуру -44,5 градуса, что ниже климатической нормы. Возможно, сейчас погода на контрасте радует. Февраль теплее января на 5-8 градусов, но все же иллюзий на этот месяц строить не стоит. Якутянам не рекомендуют убирать далеко зимние вещи. Так, по данным Гидрометцентра России, в феврале в Якутии температура будет чуть ниже нормы с отклонением
отклонением от 0 до 1 градуса. Средняя же температура по Якутии составит минус 30 днем и минус 40 ночью. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают внимательно следить за всем, что происходит на территории самого большого региона страны. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.